у нас же тут город-то представлял себя был деревянный, и огромная масса жителей были колхозники. Тут несколько колхозов было, и они тоже там увеличили количество трудодней, которые надо было вырабатывать, и поэтому они очень сильно здесь вкалывали. То есть весь город был в напряжении. Голод, напряжение. Но как-то надо, ну как, выходной есть все-таки, он должен быть какой-то отдых. И вот это было местом, это кинотеатр каменный, построенный до войны. Кстати, единственный каменный кинотеатр в городе. Это просто вот центр, куда все сходились. Билетиков было не достать. Билетики стоили 50 копеек или рубль. Вот, сюда было не достать. Люди сюда шли, чтобы здесь как-то отдохнуть. И вот очень интересное замечание. Да, их вообще 3 места было, куда люди ходили отдыхать. Это, безусловно, парк Кировский. Там как-то устраивались отдых. Здесь это кино и драмтеатр или Дом культуры. Там тоже тоже было, на спектакли ходили. Ну, например, ну, из вас многие знают, почему Зоя Космодемьянская, когда ее фашисты поймали, назвала себя Татьяной. Кто-нибудь знает? Почему она себя Таней звала? Да, абсолютно. Честь героини гражданской. Поэтому значение героев гражданской войны было очень колоссальное. И у нас это тоже продумали. Например, в драмтеатре или в Доме культуры шел спектакль о Домне Каликовой. То есть люди ходили, чтобы как бы подпитаться этой героическим этим. Чтобы молодежь это видела и чтобы готова была, как только их призывной возраст достигнуть, идти на фронт. Жители Сыктывкара вспоминают, что перед фильмом на белом экране появлялась надпись «Трофейный», ну там, фильм там, значит, да, захвачен, как трофейный. Представляете себе? Такая надпись огромная. И какие фильмы крутили? «Зорро». Там... Первый Зорро. Да, Потом, после последующей съемки, первый Зорро. Там крутили «Три мушкетера». Но не наш французский фильм. Там какие-то, в общем... Фильмы, которые, то есть мы, жители здесь во время войны, впервые узнали о супергероях. То есть вот какой западной культурой мы начали пропитываться здесь, в этом кинотеатре. Вот, и начинали именно во время войны пропитываться этим. Потому что трофейные фильмы поступали сюда, и здесь жители могли их посмотреть. Надо было работать и на лесосплаве, и на раскорчевке. И вот одна из жительниц, школьница, вспоминает, что они ездили на лесосплав на Трехозерку. И был такой момент, что они, говорят, мы в 3 часа ночи поднимались, чтобы на переправу пойти. Чтобы нас переправили, чтобы мы к 5 утра были уже там, на Трехозерке, потому что мы шли дальше пешком. И мы приходили и начинали, чтобы не опоздать на смену, что вы. Вот. И вот, говорит, иногда как замудохаешься, а тебе как тяжело, вот работавшему дают выходной. И вот, говорит, мы рвались сюда, чтобы здесь посмотреть фильм. Это был такой момент, ну как-то отдохнуть, как-то, я не знаю, какое-то счастье, маленький момент счастья, который может здесь наступить. Так что вот как бы культура во время войны здесь тоже, собственно говоря, присутствовала. Второй момент, который здесь связан, это, конечно, событие 9 мая. Как ни странно, именно это место оказалось центром празднования 9 мая. Один из жителей города Сыктывкара, Жеребцов, рассказывает следующее. Утром просыпаюсь, и вдруг слышу, сосед молотит в стену, изо всех сил грохот стоит. Я говорю, не понимаю, что? А он орет: победа, победа! Я, говорит, выскакиваю на улицу. Он был подростком. Я, говорит, выскакиваю на улицу, бегу, смотрю, толпа, люди идут. И пробиться не могу. Толпы народа здесь стоят. А из тех, кто видел, что здесь происходило, здесь была пустая площадка, вот прямо вот эта площадь была, и люди танцуют. Здесь же везде были частные дома, и из частных домов тащат столы, ставят эти столы, вытаскивают, вареную картошку ставят, какие-то кусочки хлеба, какую-то рыбу соленую ставят. Люди просто подходят, едят, алкоголя совсем нет, но тем не менее, это, говорит, счастье. И вот этот Жеребцов, говорит, описывает, что он пришел домой в 6 часов вечера и просто рухнул уставший, потому что, говорит, такой драйв, такое, говорит, все орут, все кричат, все обнимаются, все плачут. Это, говорит, вот окончание войны, это место оказалось таким в Сыктывкаре центром окончания войны. Стефановская площадь не была таким местом, как-то связанным с войной, но тут я бы рассказать хотела о 2 вещах очень важных для города, которые здесь, собственно говоря, как-то связаны с этим местом. В этих 2 зданиях находился обком и райком партии. То есть практически это были 2 здания, которые руководили политически. В одном из этих зданий формировались партизанские отряды в Коми. Партизанские отряды.
Понятно, что они формировались не для того, чтобы Коми потом оккупировали, они бы здесь воевали. Нет, их специально создавали два партизанских отряда имени Василия Ивановича Чапаева, ну этого вы знаете. А второго мало кто знает, почему его именем назван отряд. Отряд Тойво Антикайненен. Кто бы знал, кто это такой? Да, безусловно, это финн. Но это очень интересно, я пытался разобраться, кто же этот Тойво Антикайненен. Это такой коммунист из Финляндии, который, значит, бежал после того, как там, значит, всех коммунистов прижали. И потом он был специально забрасываем в Финляндию, чтобы там руководить коммунистическим движением. Его там судили, поймали, судили как шпиона советского. И, собственно говоря, потом его обменяли. Вот. И он прибыл сюда, как бы прибыл в СССР. Но это было уже 40-е годы, и вдруг узнал, что всех его друзей-коммунистов финских, которые остались в СССР, пока он был в Финляндии, как врагов народа расстреляли. И он стал задавать вопросы. И в октябре 1941 года он из номера гостиницы из окна вывалился. Непонятно почему. Взял и вывалился, то есть упал с этого. То ли это самоубийство было, то ли что, в общем, никто не знает, но тем не менее он остался финским героем. А мы же угрофины, значит, как-то связаны, значит, нужен отряд. И вот эти два отряда, Чапаева и Антикайненен, забрасывались в Ленинградскую область, в оккупированную часть Ленинградской области, и в Карелию. И там они вели партизанскую войну, то есть они там подрывали поезда, которые находили, значит, поджигали, значит, склады немецкие и тому подобное. То есть они вообще там диверсионной работой занимались. Ребят, все люди, которых здесь набирали, именно набирали здесь. И набирали именно из Коми жителей Коми. То есть у нас свои были партизаны. То есть люди, которые воевали за линией фронта. Цифра где-то есть в источниках, я не помню. Там не больше 100 человек где-то какой-то вот отряды набирались. Ну, понятно почему. Во-первых, безусловно, что всех интересовало умение ходить на лыжах. А это у нас тут не отнимешь, и у нас тут огромная масса людей обучалась этому. Что еще из таких вещей, связанных с вот этой площадью? Дело в том, что после войны, уже после того, как было... После смерти Сталина введен праздник 9 мая, потому что, ну, все же знают, что 9 мая до смерти Сталина не праздновалось. Здесь вот прямо в этом месте, потому что я в этом участвовал, вот здесь вот, на этом вот парапете собирались ветераны 28-й Невельской дивизии. Это, по сути, Коми наша дивизия, которая была сформирована в 1942 году в Вологде, которая состояла... Дело в том, что у нас ведь практически до 1942 года выгребли всех, кого могли, мужиков. И в 1942 году, значит, в феврале месяце было принято решение о призыве заключенных. Их специально освобождали из колоний, и они, освободившись, шли в Кожевинский военкомат, потому что там лагеря в основном были. И в 1942 году была сформирована Невельская дивизия. Если вы посмотрите в интернете о том, из кого она формировалась, там было написано «из заключенных». То есть это и жители Коми, и заключенные. То есть вот эта 28-я наша Невельская дивизия, практически состоящая из Коми жителей. Тут еще ведь легко понять тем, что вообще из Коми республики было призвано 170 тысяч человек. 170 тысяч человек, а жителей у нас, напоминаю, на всю Коми-республику 360 тысяч на 1939 год. 170, откуда 70? Это были как раз местные жители. То есть мужчины как бы военного возраста практически. А 100 тысяч это заключенные, которые были освобождены и направили в воинские части. И вот 28-я Невельская дивизия как раз здесь практически... Уже пока 2-3 человека сюда не приходили, вот они приходили сюда и собирались. Я помню, что я со своим дедом, который воевал в 28-й Невельской, мальчишкой приходил сюда и стоял здесь. Я приходил сюда, остановился вот здесь, а вот здесь вот стояли эти самые ветераны, и мы разговаривали, и дед разговаривал. То есть здесь шло общение. Как раз они собирались здесь на Стефановской площади, и на Стефановской площади они как раз здесь и были. То есть, как бы, это скорее связано не с войной, а уже с ветеранами вот это место.